Михаил Ильич, добрый день. Ознакомился с вашим отчетом. Хотел бы подробно проговорить вопросы, которые стоят перед ведомством, наиболее проблемные, и вместе с вами выработать, если так можно сказать, механизмы их решения. Результат работы министерства я оцениваю удовлетворительно, есть устойчивая динамика. Спасибо вам за это, но нам нужны еще большие высоты и лучшие результаты. В 2023 году нами разработан законопроект об упрощенной системе налогообложения. На сегодняшний день, насколько я знаю, он уже в парламенте. Также изменение законодательства о спецналоге. На сегодняшний день спецналог чуть мешает развитию нашей экономики в плане того, что ставка, там есть фиксированная ставка, которая не увеличивается, не уменьшается, на сегодняшний день не актуальна. И мы внесли изменения, ряд изменений в этот закон. Также ведется работа над законом о подоходном налоге, земельный налог надо изменять, закон о государственной налоговой службе. Вот он уже у нас готов, сейчас будем отправлять в кабинет министров. И планируется в 2024 году уже введение контрольно-кассовых аппаратов. Вот у нас соглашение с Российской Федерацией пока не подписано, но мы ведем переговоры и надеюсь, что в этом году уже это все заработает. А когда вы планируете подписать соглашение и что будет результатом данного соглашения? Вот мы с ФНС связывались буквально на той неделе. Все документы находятся в Министерстве финансов Российской Федерации. Хорошо. Михаил Ильич, как обстоят дела у вас с контрольными мероприятиями? Какие цифры тут можно обозначить в плане неуплаты, в плане доначисления? Как с этим справляетесь? Всего за 2023 год Министерством по налогам и сборам и инспекциями на местах было проведено 764 документальных проверок, по результатам которых доначисление за нарушение налогового законодательства составило 332,9 миллионов рублей. В том числе налогов 100 миллионов и штрафных санкций 232 миллиона. Хорошо. Доначислили, выписали акты. Да. Сколько поступило в казну? По 2023 году, по 2023 году на 80% поступлений пришли. Что хотелось бы отметить, Аслан Георгиевич, по плановым показателям, проведена статистика за 5 лет с 2019 года по 2024 год. В 2019 году план составлял 2 миллиарда 760 миллионов рублей. В 2024 году план составляет 5 миллиардов 327 589,9 миллионов рублей. Динамика увеличения 193%. Суммарно 2 миллиарда 564 891 миллион рублей. Михаил Ильич, назовите список крупных должников по налогам и примеры погашения, если такие были. На сегодняшний день крупными должниками по налогам являются это Конструктив Компани, Самшитовая роща, Агропарк Марина, Ахра 2006. Хотелось бы отметить, что в 2023 году нами было создано управление, которая занимается непосредственно урегулированием данной задолженности. И по каждому налогоплательщику ведутся работы. Есть, допустим, могу в пример привести, по Ахре 2006 уже уплачена определенная сумма, 15 миллионов рублей, ожидаем остальное погашение. И так по многим организациям ведутся работы, и надеемся, что данная задолженность будет сокращаться. Все, что касается нового налогового кодекса, я так понимаю, там будут новые виды налогов, могут быть изменены ставки и так далее. Нами по вашему поручению был разработан налоговый кодекс первой части.
Прошел согласование, сейчас находится в кабинете министров. Там отражены, с вашей точки зрения, те положения, которые облегчат деятельность вашего министерства. Главный тезис состоит в том, что налоговая система должна стимулировать развитие экономики. Субъекты экономики должны себя чувствовать комфортно и при этом нести бремя ответственности перед государством. Нам необходимо найти ту золотую середину, которая обеспечит развитие экономики, развитие количества субъектов экономики. Это задача номер один. Потому как у нас очень высокий процент безработицы. Вы об этом знаете. Это недопустимо. Нам необходимо в сжатые сроки в течение 5-10 лет максимум создать около 50 тысяч рабочих мест в стране. И тогда мы можем говорить смело о том, что мы смогли обеспечить и экономический суверенитет, обеспечить очень высокий уровень оборонной безопасности и решение всех социальных проблем. Вот такие задачи стоят перед нашим государством, в частности, перед вашим ведомством. Поэтому, если я вас правильно понимаю, правовое обеспечение деятельности вашего ведомства, все это в налоговом кодексе отражено, эта работа проведена, дело за парламентом. Так? Хорошо. Первая часть налогового кодекса, она говорит о том, как вообще, там не будет законов. Закон уже будет во второй части, мы готовим и вторую часть. Да. Значит, все должно быть соотнесено с таким принципом, как... Далее. Другое дело, по существующим нормам ужесточить ответственность за неуплату налогов, я с этим согласен. Неотвратимость наказания в этом должно стать обыденной и повседневной нормой. Вот то, что положено дать государству необходимо давать. То, что положено. Ставки, на мой взгляд, носят прогрессивный характер. Они не носят фактора, который загоняет экономику в угол. Мы не за это, а за развитие. Государство нуждается в пополнении бюджета, потому как у государства огромное количество социальных обязательств. Формирует бюджет Министерства по налоговым сборам и Государственный таможенный комитет. Произошло повышение заработной платы в вашем ведомстве? На 100% увеличилась заработная плата у определенной категории свыше 5 лет, кто работает, почти на 150. Какая средняя заработная плата 30 тысяч рублей. А было сколько? Было 15-17. Вот так вот. Если в этом году вы достигнете заявленных целей, там перевыполнение должно быть и так далее, мы в 2025 году пересмотрим в сторону увеличения ваших заработных плат. Давайте говорим о проблемах, с которыми вы сталкиваетесь. Аслан Георгиевич, у нас проблема, связанная с тем, что в определенных инспекциях недостаточно мест для размещения сотрудников. Проблема в том, что еще у нас огромное количество хранения документов, отчетности, которые предприниматели сдают. Мы его в бумажном носителе храним, и нету ни помещений, где располагаться должны сотрудники. В этом году, вот, допустим, в Гагринскую инспекцию нам дали 2 штата, нам негде их рассадить, все вот как бы плотно сидят в кабинете, это мешает работе. Эта проблема мне известна, по этому поводу ранее мы с вами говорили, ко мне обращался с просьбой глава администрации Гагрского района, соответствующее поручение дано, пятно застройки, о котором говорил глава администрации, ему или вам будет выделено, и в этом году вы можете приступить к строительству офисного помещения в Гагре. Поэтапно эту задачу будем решать по всей Абхазии. Начнем с наиболее критически сложных участков. Наиболее высокая динамика в плане выполнения доходной части бюджета по районам это у кого больше? В процентном соотношении у нас получается Сухумский район. Плановые задания за 2023 год выполнены по всем районам республики, за исключением Ачимчирского района. По
По городу Сухум при плане 2 миллиарда 108,9 миллионов рублей поступило 2 миллиарда 418,4 миллиона рублей. Выполнение составило 115%. Динамика 117%. По Гагарскому району при плане 1 296,1 миллион рублей поступило 1 676,7 миллионов рублей. Выполнение составило 129%, динамика 143%. По Гудаутскому району при плане 405,3 миллиона рублей поступило 534,5 миллионов рублей. Выполнение 132%, динамика 117%. По Сухумскому району при плане 108,3 миллиона рублей поступило 165,5 миллионов рублей. Выполнение составило 153%, динамика 97%. По Гулирибскому району при плане 112,9 миллионов рублей поступило 144,4 миллиона рублей. Выполнение 128%, динамика 145%. По Ачамчирскому району при плане 188,1 миллион рублей поступило 132 миллиона рублей. Выполнение 71%, динамика 69%. По Ткварчальскому району при плане 38 миллионов рублей поступило 49,2 миллиона рублей. Выполнение 129%, динамика 80%. По Галскому району при плане 65 миллионов рублей поступило 91,2 миллиона рублей. Выполнение 151%, динамика 162%. Самый высокий показатель в процентном отношении по Сухумскому району выполнение 153%. Аслан Георгиевич, Министерство по налогам и сборам и весь его коллектив нацелены на исполнение поставленных перед нами задач и на увеличение данных показателей в 2024 году. Ключевой орган госуправления Министерства по налогам и сборам. Желаю вам успехов. Рассчитываем на то, что в деятельности министерства тенденции, которые обозначились за последние 3 года, будут продолжены. Благодарю за службу.